Здравствуйте. В эфире «Прямая линия» с главой Республики Ингушетия Махмудом Али Калиматовым, в студии Хава Султыгова и Лайла Цурова. Здравствуйте. С минуты на минуту в этой студии появится Махмуд Али Макшарипович, для которого эта программа станет первым большим телевизионным эфиром, в ходе которого он ответит на ваши вопросы. Ну, вначале немного о самом формате эфира. Пандемия внесла заметные коррективы в нашу жизнь. Коснулись они и студии, и нашей программы. Сегодня мы работаем без зрителей в этой студии. Так что трансляция прямой линии с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым идет в эфире национального телерадиокомпании, телеканала «Россия-1 Ингушетия» и радио «Ингушетия». Вы также можете смотреть нас на официальном сайте НТРК Ингушетия, на официальном YouTube-канале и мобильном приложении нашей компании, на официальной странице администрации главы и правительства Ингушетии и социальной сети ВКонтакте. Я отмечу, что мы все еще продолжаем принимать ваши вопросы в форме видео, текстовых сообщений по номеру 8 928 097 73 73. Его вы сейчас видите на своих экранах, он же привязан к мессенджерам Telegram и WhatsApp. Также дозвониться в колл-центр можно по номеру многоканального телефона 8 800 301 41 42. А я напомню, что для изучения вашего обращения вам необходимо предоставить свои подлинные данные. Это фамилия, имя, отчество, адрес фактического проживания и действующий номер контактного телефона. За время работы колл-центра к нам поступает и поступило уже несколько сотен звонков. Понятно, что часть из них мы озвучим в течение прямого эфира. Остальные будут изучены, проанализированы специальной комиссией, так что ни один сигнал, ни одна просьба не останется без внимания властей. Что же касается представителей власти, то необходимо отметить, что все они в режиме видеоконференц-связи также будут принимать участие в сегодняшнем эфире. В их числе председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, его заместители, руководители ключевых управлений федеральных ведомств, республиканских министерств и главы городов и районов. Итак, к нам присоединяется глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарипович Калиматов. Добрый вечер. Ой. Опля. Так. Присаживайтесь. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Ну что, начнем? Добрый вечер, Махмуд Али Макшарипович. Благодарим, что пришли к нам в студию. И сразу хочу отметить, что поступило к нам очень много обращений, поэтому предлагаю буквально на минуту заглянуть в наш колл-центр и посмотреть, как там устроена работа. Да, в течение программы из колл-центра на прямую связь с нами будет выходить наш коллега Зелимхан Калоев. Сейчас мы наблюдаем с вами самый пиковый момент в работе операторов, когда с первых минут эфира телефонная линия начинает буквально разрываться от звонков. Махмуд Али Макшарипович, мы разложили поступившие вопросы по блокам. Есть вопросы частного характера, они волнуют отдельных граждан. Ну, а есть общие, и именно на них больше всего жители ждут реакции властей. Вот что пишет нам телезритель. Махмуд Али Макшарипович, я задам вопрос, который сейчас волнует всех и каждого. Хоть он и не затрагивает социально-экономическое развитие региона и другие злободневные темы, о которых вы говорите сегодня напрямую, к тому же он может быть не совсем приятен, но касается он, повторяюсь, каждого жителя. Мы знаем о решении суда, вынесенного 15 декабря по делу Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева, Бараха Чемурзиева и Зарифы Саутиевой. Хотелось бы услышать ваш комментарий по нему. Ваше мнение как юриста, в прошлом прокурора республики, ваше мнение как главы республики и ингуша. Вот такое обращение. В действительности этот вопрос волнует жителей республики. Я знаю это, и напрямую ко мне обращаются и звонят. В части решения суда имеется в виду вынесение приговора. Он вынесен, определенные сроки наказания. И если брать ситуацию, что, я думаю, у них очень опытные адвокаты, в части этого есть право обжаловать. И я думаю, что будут обжалован приговор по каждому. И после этого уже, предполагаю, могут быть изменения и по срокам, и дальше. Это первое. И второе, все-таки еще остается обращение в вышестоящую инстанцию, это помилование. То есть там процедуру знают юристы. Поэтому приговор состоялся. Я думаю, что давайте подождем, когда
обжалование пройдет, и какое-то решение изменится, не изменится. А потом можно уже говорить. А то, что люди озабочены этим, в действительности это есть. И чтоб кто не совершил какое-либо преступление, находящиеся люди на местах лишения свободы, ну, минимум они заслуживают сочувствия. Вот все, что я хотел бы сказать в этой части. Махмуд Али Макшарипович, наши телезрители обращаются к вам с просьбой разъяснить ситуацию вокруг пограничной зоны в Джейарахском районе. Вот они нам пишут. Совсем недавно в соцсетях появилась информация об изменении пограничной зоны в Джейарахском районе. Люди по-разному реагируют на это, в основном негативно. Появились слухи, что там какую-то часть специально вывели из пограничной зоны. Мы бы хотели услышать от вас, зачем эти изменения? Там, в общем-то, ничего такого не произошло. Я знаю, что некоторые населенные пункты, там пограничная зона, она не оградила какие-то или не вела их погранзону. Абсолютно этот вопрос обсуждался, глава района знает, и кого это конкретно интересует, мы можем ему дать вплоть до письменного ответа на этот вопрос. Потому что самое главное, никаких изменений, отдалений, отделений там нету. Там просто техническая ситуация по этим населенным пунктам. Там ничего такого нет. Борзов Ибрагим Яковлевич спрашивает, почему убирают посты на нашей границе. Я в курсе, мне докладывал советник. Там у нас пост в сторону Сунжа-Серноводск, по-моему, и другие пункты. Там и с той стороны убраны посты. То есть, я имею в виду республиканские. А федеральные там находятся. И это решение, оно у нас министерство федеральное, они принимают решения. Я думаю, что на сегодняшний день они были усилены, они были увеличены в силу того, что были дни и время неспокойное. Тогда это необходимость была. На сегодняшний день там стоит федеральный пост, насколько я знаю, точно знаю, а республиканские с двух сторон, и наши, и с другой стороны, они убраны. Это, так сказать, какой-либо там специального, как у нас сразу это, там нет ничего. Просто-напросто, так скажем, оптимизация, хотя это слово не любят, личного состава. Он, наверное, нужен на других участках. Поэтому отпала необходимость, убрали. То есть повода для тревожности какой-то? Абсолютно нет. Теперь предлагаю пойти от общего к частному. Поступило очень много просьб о выделении жилья, земельных участков. Эти вопросы у нас просто лидер группы. И, как правило, пишут члены малоимущих семей, сироты, опекуны. Вот первый из таких вопросов обращается Магомед Гагиев. Он проживает в Малгобеке по улице Восточная, 44. Я состою в сводных списках для улучшения жилищных условий по программе «Дети-сироты» и дети, оставшиеся без попечения родителей. Числюсь в этих списках уже 11 лет, но никак не могу получить эту, цитирую, злополучную однокомнатную квартиру. При министре образования Кастове Юсупе я неоднократно обращался к нему, обращался также к Аздоеву Джамбулату. Тогда он был по правам человека, но все тщетно. Наглая ложь сопутствовала на каждом углу правительственных учреждений, что и наблюдается по сей день. Таких, как я, очень много, пишет Магомед. Прошу решить данную проблему. Вопрос действительности. И у меня, и мы проводили в этой части совещания и с правительством. Конкретно по сиротам я сам выезжал, и вы знаете, вот у нас и заселенный был дом сирот. Да. Имеется в виду, когда въезжаете в Джейарах, 18-этажные эти. Эта проблема, она существует, у нас их более 1000 сирот, которые у нас в очереди стоят. А вот конкретно по нему, насколько мне информировали, он стоит 54-й, по-моему, в очереди, насколько я помню. Но вопрос, знаете, в чем? Ведь у нас выделяется сумма денег, и она на квадратный метр, вот у нас они выделяют, например, 32 рубля.
тысячи. А на рынке, а мы покупаем его, свободное жилье, кто продает, он стоит 42 или 43 тысячи. При этих обстоятельствах у нас возник вопрос, что нам, вот у нас квартира обходится, можем мы купить, например, нужного метража 1 050 000 рублей, 50 тысяч. А у нас не хватает 200, где 250 тысяч. И вот сегодня, можно сказать, решен был вопрос правительством, и в понедельник это точно будет. Те очереди, первые, которые очереди 40, у нас более 41-42 человека, мы с Фонда развития республики добавили туда около 7-9 миллионов. То есть вот 40 человек мы доплатили 200-250 тысяч вот, благодаря фонду. И мы эти вот квартиры, очередники, которые есть, мы вот в этом году покупаем. В последующем, ну, знаете, я хотел бы сказать, что вы сказали обширный вопрос. У нас очень много нам приходится перепроверять. Как бы это неприятно тоже было тем людям, которые в очередь встают. А в последующем, я не имею в виду, так сказать, сирот, в части земли, там, да, ну, я вам приведу пример. Вот надо землю выдавать. Да, вот есть четко. Мы определили, как. Моя задача была где-то год назад, я сказал, давайте вот что сделаем. У нас земли мало. Выделяем, раньше как, выделяли гектар земли, или 2, там, 10, не знаю. И отдавали это главе или кому-то. И после этого я попросил уточнить списки и реально нуждающимся. Вот я вам скажу, я запросил как глава, вот более 3 раз они не соответствовали действительности. Вот я отправляю, опять уточните, опять приходит, опять вычленяем оттуда, и опять, мягко говоря, ложные сведения, недостоверные, и вот это вот лукавство, оно было. Но мы вычищаем это, и мое предложение в чем заключалось? Мы, во-первых, не гектар, а вот берем их на участки прям. Делим конкретно участки. После этого 20 или 30% социально остро нуждающимся, малоимущим, мы их выдаем бесплатно. Бесплатно. Угу. А, например, 70% мы выставляем на торги. Такая моя задача. И я предложил ее, и она законна. Мы выставляем на торги остальные, ну, например, 1000 участков, 300 мы отдаем малоимущим, а 700 участков мы выставляем на торги. И мы их продаем на торгах. Кто хочет, тот покупает. Приемлемая кадастровая цена. И эти деньги, вырученные за продажу этих земель, мы все коммуникации подводим. То есть мы туда подведем свет, за эти деньги, воду, газ. Потому что люди, ну, правдами, неправдами, ну, законно даже он получил землю. Вот я смотрел там обращения, часто бывает. Вот мне землю дали, а у меня там газа нет, света нет, воды нет. Вот чтобы избежать, потому что человек в поле дали ему землю, ну, не будешь же туда проводить километры за воду, еще что-нибудь еще. Хаотичность, чтобы ее искоренить, я принял такое решение. И мы сейчас вот с Нового года начнем поэтапно выделять земли тем, кто остро нуждается, и это будет подтверждено документально. И, как я вам сказал, более 70%, может, 75 и 80%, мы будем выставлять их на торги. И вот определили. Во-первых, там будет улица, понятная, да, не хаотичной застройки. Будет понятно, где школа потом, землю надо оставить, да, где детский сад нужно поставить, да, потому что вот там тоже обращались, вот, Выкажево, да, большое село же. Да. Вот нам дают на 700, там, говорят, школы у нас мало там, да, хотя мы там школу и строим. Ну, выделяют землю. Я говорю руководителю района, села, дайте мне землю. Под школу деньги дают, выделяют. Нет земли. Нет. Они предлагают чуть ли не на Камчатке.
Если вы заметили, я уже свяжу эти вопросы, извините, долго, да? Но я все-таки хочу сказать, вот детские сады, если кто заметил, вот Сунжи вынесли куда-то, в Чулуках верхних вообще вынесли в горы. Горы. А самозахватом огражденные земли, они стоят. Надо все-таки по-честному поступать. С меня требуют, и я требую с правительства честной, законной работы, и я прошу каждого гражданина, жителей республики, давайте будем честными. Давайте освободите те земли, которые незаконно вы оградили и держите их. Поэтому у нас нет проблем, но надо упорядочить это. Ну и последующее. У нас, опять же, вернусь. Все знают, что у нас застройка, но мы застроим все. И что у нас будет? Поэтому сейчас предложение разрабатывать с правительством по моей просьбе, поручению. Если мы не перейдем на многоэтажные, ну, скажем, молодежные дома, да, там, удобные квартиры со всеми удобствами, мы должны перейти на высокоэтажные дома, то есть микрорайоны какие-то строить, но заранее, опять же, чтобы там были сети, чтобы там была котельня, потому что уму не предложишь, я не знаю, как это сделать, как объяснить. Вот 18-этажный дом, он же бескотельный, 2 дома, вот просто бескотельный поставили и все. Ну хорошо, фонд есть развития республик, который пополняет желающие, да, и я и мой председатель, ну это может быть так это, вот как я пришел, как только открыли этот фонд, вот пополняется он, но 39 миллионов мы потратили, чтобы котельню сделать, а дом сколько стоит. А люди жаловались, нет тепла, нет воды. А сейчас я убежден, что там и тепло им, и хорошо. Но когда мы сделали котельню, возникла такая ситуация. Там все это насосное оборудование внутреннее, которое должно качать, тоже, оказывается, пришло не в годности. То есть за ним не смотрели. Ну и крайне хотел бы сказать, раз уж такой вопрос, чтобы как бы это много вопросов таких, как, потому что касается каждого человека. Он же не виноват, если там лукавит строитель, подрядчик, или там глава, или кто он там. Я честно, ответственно делаю свою работу. И поэтому я говорю, слушайте, ну если вы построили хаотично, без подсоединили еще, значит, перинатальному центру, там тепло исчезло. Понимаете, то есть там много таких вопросов, и все это, я бы хотел бы вот некоторым людям, которые ответственны за это, чтобы они задали себе вопрос, когда же вы наедитесь-то? Вот просто когда они наедятся. Вот прямо говорю в камеру. Вот в целом. Поэтому упорядочить нужно. Но надо каждый, чтобы спросил себя, законно ли я, законны ли мои требования или поступки. Вот. А в части того, что зависит от главы, от правительства, я могу дать слово, что мы будем все делать для улучшения жизни, деятельности жителей. Меня мало интересуют чиновники и толстосумы. Я это прямо говорю. Я и правительство занимаемся жителями, потому что у нас они очень тяжело жили, тяжело живут. И облегчить их жизнь – моя задача и правительство. Вот я могу сказать вам. Развернутый ответ. Спасибо. Махмуд Алимак Шарипович, с жилищной проблемой к нам обратилась жительница Приева, пишет Зита Хамхоева. Уважаемый Махмуд Алимак Шарипович, я жительница Приева, одна воспитываю 3 детей, так как отец детей умер. Сама болею онкологией, еще проблема опорно-двигательной системы и много других заболеваний. В 2015 году администрация Приева выделила мне участок под строительство дома. В том же году фонд «Солидарность» построил мне дом на этом участке. Сама я вложила в этот дом немалую сумму. Администрация не дала мне ни одной бумаги на этот участок, но обещала выдать. Они 5 лет кормили меня обещаниями.
А теперь они мне говорят, что это охранная зона, и там нельзя было строить, хотя сами мне его выделили. Участок находится рядом с ЛЭП, а я по сегодняшний день скитаюсь без своего жилья. Вся эта нервотрепка подорвала мое и так слабое здоровье. Куда я только не обращалась, в ответ получаю отписки. Прошу вас оказать содействие в решении этой непростой ситуации. Ну, уважаемые зрители, что я хочу сказать? Это только то, что я говорил сейчас. Вот недобросовестный глава, вот он прекрасно понимал, чтобы под высоковольтными ЛЭП сооружениями выделять землю нельзя. Но выделили человеку, теперь она мучается. Но я бы хотел бы так сказать, в каждом конкретном вопросе тогда мы с вами не ответим на этот вопрос. Хотя у меня таких вопросов, вот в части этого, что выделена ненадлежащая водоохранная или другой запретной зоне, у нас их достаточно. Поэтому я этот вопрос, если позволите, поручу, и у нее же адрес, все есть. Мы конкретно выйдет туда, знаете, я пошлю туда, и я думаю, протокол вы передадите. И я лично на телевидении, чтобы вы озвучили в ходе другой передачи своей. Или напрямую мы с этим разберемся. Я так понимаю, тоже в продолжении темы, но давайте я зачитаю это письмо, чтобы мы озвучили. Все в тот же котел, что называется. В 2009 году, обращается Айшат Аздоева, она проживает в Гейрбек-Юрт по улице Центральная, 21. В 2009 году подала заявление о включении меня в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в рамках ФЦП «Социальное развитие села». На основании заявления, ходатайства школы, администрации, а также заключения акта комиссии жилищно-бытовых условий я была включена в эту программу. Жилищные условия планировала улучшить путем строительства индивидуального жилого дома. Комиссия из Министерства сельского хозяйства, администрации села Далаково заключила актом, что жилищно-бытовые условия не соответствуют нормам и что моя семья из 5 человек нуждается в улучшении жилищных условий. Все документы, справки были поданы. С 2009 года я не могу получить эту поддержку по той программе. Несколько раз администрация вносила меня в списки для рассмотрения в Министерство сельского хозяйства. Из сотни человек, стоящих на очереди для получения поддержки. Шансы малы. С нашего села за весь этот период эту помощь получила всего одна семья. Махмуд Али Макшарипович, помогите, пожалуйста. Я прошу не только за себя, но и за всех специалистов, проживающих и работающих в Гейрбек-Юрте, которые подали такие заявления. С 2009 года, да? Да, с 2009 года. 2009 года. У нас в действительности есть, выделяются деньги на сельское жилье. Кто проживает в сельской местности, у нас есть это. Ну, может быть, я не говорю про Аздоеву. В этой части опять я скажу, записал. И мы обязательно, конкретно по ней и ей лично дадим ответ. И если там законное ее требование или обращение, оно законное, мы обязательно вмешаемся в эту ситуацию. Но я опять хочу сказать, может быть, это тоже не понравится, но я вам скажу, подают на всякие выплаты, компенсации или что-то еще, не касаясь Аздоева, я не скажу. В общем. Какие-то гранты, субсидии, что-то такое. Вот 800 документов, 800 человек. Проверяем. Говорю, проверьте. Ну, вот, чтобы попало кому, дали кому положено, а которые там какие-то документы собрали, не говорю никого, ну, мягко говоря, недостоверные сведения. Тогда исчислят. И вот я вам сейчас докладываю. 800, через месяц 300, ушли 500. После проверок, да? А знаете, после 5-й проверки что было? 80. Вот что я хочу сказать. 10 раз. Нельзя нам, надо себя спрашивать. Если законные требования есть, они не поймут. Вот кто-то слукавил, недостоверную информацию, вот нуждающийся не попадает земля, а попадает тем, а я не пропускаю теперь. И правовое управление проверяет, запрашивает в органах, местных органах, других. И мы достоверны. И я вам цифру скажу, вот министр сельского хозяйства, он на связи, он скажет там 800 заявлений, пакетов
вот якобы вот мы должны. Поэтому, когда возникает такая ситуация, мы должны понимать, ни один документ, насколько у меня хватит и управление, юридическая служба, и другие, я дал такое указание, не пропускать ни одного человека, не надлежащие оформленными документами. Потому что мы нуждающимся из-за этих дельцов, я их назову, мы не можем выделить как раз эти земли. А это ведь не только земли выделяешь. Представляете, мы могли в этот вопрос, если бы 80 подали бы, вот, мы их проверили и выдали бы. А затягивать на полгода. Они и время тянут. То есть мы же должны это проверить, еще раз проверить, еще раз проверить. То есть в этой части, я думаю, вот это кто надеется там у нас еще там с недостоверными сведениями, представленными документами, получить какое-либо благо, ну, во-первых, у него это не получится, и этого мы не будем допускать. А по ней мы конкретно, по Азоевой, я не то что обещаюсь, все это у меня записал, мы обязательно... И у меня целая папка тут еще вот, тоже займусь этим. Махмуд Али Макшарипович, очень много вопросов поступило именно касаясь проблемы с жильем от жителей. Вот Тамерлан Беков из Верхних Ачулыков пишет, что более 15 лет состоит в списках инвалидов, которым полагается жилье, он инвалид первой группы. И вот я вам процитирую. «Я много раз обращался в Министерство труда, занятости и социального развития города Малгобека. В свою очередь, руководство социальной защиты постоянно придумывает ряд причин, не выполняет свои обязанности. С 2018 года и по сей день я занимаю 103 место в очереди. Мои письма и ответы прилагаю. Прошу разобраться и помочь мне», пишет он. Какого года? С 2018-го. 18. Да. 103 место в очереди. У нас здесь в действительности Минтруда, Министерство труда и социальной защиты, у них есть определенные там возможности. Можно подключить министра труда, чтобы он нам пояснил по этой ситуации. Первое. И второй вопрос, если доверяет нам заявитель, я прям вот в эфире говорю, в прямом эфире министру, он его лично примет и лично мне доложит вот об этой проблеме. И если, опять же, как соблюдающий закон человек, я скажу, юридически обоснованно его требования или обращения, мы этот вопрос решим. Итак, в ходе программы мы, конечно... Вот меня сообщают, что у нас на прямой связи с нами министр труда нашей республики. Да, пожалуйста. Обратиться. Вам слово. Вам слово, пожалуйста. Пожалуйста. Царьгал Махмуд Али Макшарипович. Вопрос Бекова Тамерлана Ахмедовича действительно мне известен. Он стоит у нас на учете с 3 марта 2004 года. Но я здесь коротко поясню. Значит, в соответствии с законом о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, лица, вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются, им предоставляют субсидии на улучшение жилищных условий. То есть здесь не стоит вопрос по обеспечению жильем. Предоставляется такому гражданину стоимость 18 квадратных метров. Сегодня это 575 тысяч рублей. Только одному заявителю без учета членов семьи. Значит, до этого года, до 2021 года, все граждане, в том числе ветераны боевых действий в Афганистане, ветераны боевых действий в других государствах, инвалиды, дети-инвалиды, ставшие на учет до 1 января 2005 года, состояли в едином сводном списке. Но в этом году внесены изменения соответствующего законодательства, и списки разделены. Инвалиды и ветераны боевых действий идут в отдельном списке, дети-инвалиды и инвалиды, нуждающие в улучшении жилищных условий, ставшие на учет до 5 года. Нет, подождите, можно? Минуточку, подожди. Он слышит меня, да? Да. Так вот, давайте вот что. Вот это объяснение, разъяснение, пояснение мне не надо. Вы скажите, он жилье получит или нет? Если не готовы, подготовьте мне этот вопрос. Пригласите его или изучите этот вопрос и доложите мне. Давайте так. Отвечаю. Да. Можно? Пожалуйста.
Значит, он сегодня состоит под номером 29 в сводном списке. 29. И, соответственно, в соответствии с очередностью свою субсидию на улучшение жилищных условий он получит в соответствии с очередностью. Перед ним 28 человек. Нарушить их права и мне очередь дать тоже нельзя. Если я с ним увижусь, я выйду к нему надо, но я ему это все объясню. Нет, вы можете мне сказать конкретно, вот через 10 лет, через 10 месяцев, когда? В год примерно проходит 20-25 человек. Сегодня его номер 29. Вот, чтобы вас не обманывать. То есть через год, полтора он получит? Не расслышал. Через год-полтора? Да. Есть возможность, вероятность, что через год-полтора, да, обратимся, возможно, что и в 2022 году получит. Соответствующее обращение... В 2023 году он получит? Возможно, в течение 2022 года, возможно, в 2023 году. Все зависит от того, как нас профинансирует федеральный центр. Давайте до 1 мая, давайте, 23-го доложите и лично ему график поставьте, когда он будет. Хорошо? Я думаю, мы удовлетворили его ответ. Более чем, да. Вопрос следующий, тоже о жилье, но немного в другом формате. Фердоус Мусиева из Карабулака. Обращаюсь к вам, Махмуд Али Макшарипович, от своего имени, от имени жильцов домов 19, 20, 21 по улице Рабочая. Это в Карабулаке. Наши дома по программе ветхого жилья 8 лет назад были незаконно снесены. От дома, в который нас хотели переселить, мы отказались по причине того, что это дом низкого качества постройки. Несмотря на то, что общая площадь новой квартиры больше на 16 квадратов, ее полезная площадь намного меньше. Да так, что я не могу расставить в ней мебель с незаконно изъятой у меня старой квартиры. Вследствие чего в предоставленной квартире я нахожусь в более стесненных условиях, чем в старой квартире. Нам обещали в течение 10 месяцев отстроить дом на том же месте, где стояли наши дома. В течение этих 8 лет мы неоднократно судились, обращались во все инстанции, однако получаем стандартные отписки. Обращаюсь к вам как к гаранту защиты прав. Помогите, пожалуйста. Я, конечно, не устал, но удивляюсь этим застройщикам. Они же тоже не китайцы, они же наши местные. У нас более 100 семей. Вот мы за год-полтора Малгобеки. Вот тоже ветхое жилье снесли 5 лет. 5 лет они законные свои квартиры не могли получить. И мы приложили много усилий. И вот, не помню, месяцев 5-7 назад, да? В мае, по-моему, мы заселили эти. Тоже ветхое жилье, тоже выселили. Понимаете, у нас недобросовестные вот эти застройщики. Мною было принято решение сразу их в черный список вносить, так называемый, чтобы им не давать строить. Потому что столько они горя приносят. Я и говорю каждый раз, когда они наедятся, накушаются-то. Вот сегодня эта ситуация в Карабулаке, я в курсе вот этой ситуации. Понимаете, ну решение судов есть. Я как гарант, у меня это же сами между ними договорные отношения-то, понимаете? Судебное решение есть, глава не может. Это только мне нужно сейчас искать, находить средства деньгами, да, может быть, фонд пополнять будет еще. Мы вот так только смогли это сделать. Я не могу отменить судебное решение, если оно не в пользу жильцов. Это процедура, которая тянется во многих наших объектах. Она возникает такая. На сегодняшний день, как этот вопрос решить? Я думаю, у нас мэр города есть, наверное, на связи. Вот подключите его. Да, мне интересно, изучал ли он вопрос этот? Да, с нами на связи, да, мэр Карабулака. Давайте. Пожалуйста. Вы нас слышали, пожалуйста? Громче сделайте. Можно это? Да, эта проблема, само собой, знакома. Я бы сказал больше. Эти люди с 2011 года скитаются, некоторые. Съемное жилье живут. Мы неоднократно встречались и с подрядной организацией, с самими жильцами. Не буду хронологию говорить, но вот последнее, что была договоренность такая. Мы давали время подрядной организации, чтобы они достроили свой этот дом. В связи с тем, что никаких шагов не было предпринято, мы при встрече договорились, что он право переступить другую организацию, которая закончит это строительство. Я сам лично встречался и с новой подрядной организацией, директором, была договорена о том, что он закончит. Но там маленькая загвоздка в связи с тем, что
на дальнем участке 25 соток и не хватает построенный каркас трехподъездный, не хватает 13 соток земли. В связи с этим они не могут получить проектную документацию, соответствующую экспертизу или получить разрешение на строительство. В связи с тем, что нет разрешения на строительство, подрядная организация построила 2 этажа, нам пришлось, чтобы они приостановили до нормализации этих документов. Извините, я-то вот что хочу сказать. Людей ведь не интересует, там, 13 соток не хватает или 20 соток не хватает. Вы вот что, примите это решение, какое там нужно. Если вы сами не в состоянии, как мэр города, справить, то есть за пределы ваших полномочий или возможностей, давайте ставьте этот вопрос на правительство и доведите до меня. Но жителям, да, они, конечно, хотят там адекватные метражи, но у нас одного нет. У нас неотвратимость наказания, она вот как бы не работает. Значит, но если он недобросовестный, если он совершает преступление в отношении людей, там материалы направьте в правоохранительные органы, пусть возбуждает дело, посмотрите, кто выдавал эту землю. Там, понимаете, и почему я вот 10 раз, 20 раз проверяю? Потому что вот эти вот незаконно выделенные земли, незаконно отведенные земли, потом стройки строят. Вот стройку строят, выходит за 15-20 метров и строит. То есть разберитесь с этим, и эту ситуацию мне лично доложите. Потому что люди, вот я говорю, у нас вот более 100 семей, я говорю, Малгобеки ходили. Это уже ужас. Бирыш должен, мы бежим, семьи большие. А Малгобеки он взял там, куда-то уехал, и все, ему все это. Понимаете? Чем можем, мы должны помогать и делать. Реально только. Вот не как вот сейчас вот диктор говорит, что я 20 раз писал, 20 раз приходил, с 9-4 года хожу. Слушайте, каждый должен на своем месте делать свою работу. Конкретно, четко ответить человеку. Законно, незаконно, и решим, не решим. Не надо завтраками кормить людей. Поэтому я думаю, что мэр города, он разберется и мне доложит. Что можете вы, чем может помочь правительство? Чем мы можем это решить вопрос? Спасибо. Махмуд Аримакшевич, год назад в Ингушетии начал функционировать Центр управления регионом. Это своего рода единый инструмент, который позволяет проследить за вопросами, обращениями граждан, которые публикуются в социальных сетях и на платформе госуслуги «Решаем вместе». Вот сейчас у нас представитель ЦУР Ингушетии Индира Манкиева на связи. Вот, Индира, вам слово. Сердикхал, добрый вечер всем. В декабре исполнилось ровно год, как в Ингушетии заработал Центр управления регионом, основная задача которого – анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через социальные сети, а также платформу обратной связи. Таким образом, за 2021 год в систему мониторинга поступило свыше 6660 обращений. Все они сортируются по различным направлениям. Таким образом, представляем топ-5 направлений, по которым поступило больше всего обращений. ЖКХ – 3021, социальное обслуживание и защита – 748, образование – 629, дороги – 562 и здравоохранение – 423. Я напомню нашим зрителям, что обратиться в ЦУР можно через социальные сети. Все обращения, которые вы выкладываете в соцсетях отдельным постом или комментарием, автоматически попадают в наши системы мониторинга. А далее наши специалисты моментально берут их в отработку и дают вам обратную связь. Необходимо также отметить, что благодаря слаженной работе сотрудников ЦУРа в 2021 году существенно снизилось среднее время ожидания жителями региона ответов от органов власти. В сравнении с прошлым годом оно сократилось с 13 часов 51 минуты до 3 часов 22 минут.
Также стоит отметить, что за текущий год во всех муниципальных образованиях мы открыли муниципальные центры управления, что упрощает и ускоряет работу с обращениями жителей нашей республики. К нам поступил вопрос от обманутых дольщиков многоквартирного дома в городе Назрань по проспекту Базоркина. Застройщик Коригов. Мы каждый месяц платим кредиты по программе «1000 квартир». Огромная просьба, если есть возможность, разобраться с этим вопросом. Обманутые дольщики – это проблема, в общем-то, российская. Я, во-первых, хочу ЦУРу сказать спасибо. В действительности, вот как они начали работать, многие обращения в действительности реализуются в какую-то реальную результат. Они их направляют в правительство по подведомственности, это первое. Второе, что касается дольщиков, то, опять же, там ведь плоскость юридическая. Если судебное решение есть дольщик, он же не сбежал, я так понимаю, и дом строит. И поэтому, наверное, Арстройнадзору, Жилнадзору, наверное, поручить надо, я вот сейчас официально поручаю, чтобы они разобрались вот с этим дольщиком и с этими дольщиками, то есть застройщиками и дольщиками. Потому что действительно люди вкладывают свои деньги, тем более они кредиты взяли. И урегулировать этот вопрос, форс-мажор, не знаю, можно ли признать эти действия, если дольщик взял кредит, и признать их, я не знаю, можно ли. И надо с точки зрения еще юридической помочь. И я думаю, здесь материалы, ну, наверное, не обращались. Я не хотел бы вот просто сказать, там, идите в прокуратуру, идите в суд, да. Надо с этим разобраться. Это Назрань город, да? Да. Это проспект Базоркина. Вот проспект Базоркина. Вот Евлоев Урусхан Хасанович. Вот мэр города. Где он? Давайте он его подключим. Есть Мы он? в течение эфира постараемся связаться, да. Ну, давайте вот что сделаем. Вот пусть он в любом случае слушает. Вот ему поручение. И, опять же, только предметно не отсылать их там, обратитесь туда и сюда. Они, наверное, уже все обошли-то. Давайте-ка предметно и доложим. И я вам скажу, вот было воспрепятствие такое, ну, немножко недовольство было. Мы вот эти объекты, которые касаются, большие объекты, так скажем, разрешение у нас, вот мэры дают, города, районов. Мое было решение, и мы с инициативой вышли в парламент и приняли решение, чтобы это принимала, значит, комиссия Минстроя. Потому что разрешение дают, каких-либо параметров не выдерживают, а в последующем люди остаются без того или иного. То ли квартиры, то ли какого-то площади. И надзора нет такого. Махмуд Али Вот у нас заместитель, да? Да, нам сообщают, что заместитель главы города Назрань у нас на связи. Да, пожалуйста, поясните в части вот этого дома Базоркина, дольщики. Да, действительно, такая ситуация у нас находится. Это проспект Базоркина, объект за номером 82 по адресу. Здесь у нас было 12 ипотечного кредитования по программе 1000 квартир российских граждан по линии МНФ. В настоящее время из 12 ипотек буквально за прошлый месяц, в ноябре месяце, Кубиков Иса Ковчевич, это директор компании, инвестиционный инвестор. Он выдал извините, квартиру, минуточку. Возьмите. Вы мне конкретно скажите, этот вопрос, когда жильцы, дольщики получат свое жилье. Мне вот это рассказывать истории не надо. Скажите конкретно. Вот жителям скажите, прямой эфир идет. По данному факту прокуратура республики и дело находится в Следственном комитете. То есть рассматривается этот вопрос. С какого года находится это в Следственном комитете?
Инвестор это с 2017 года заявил, то есть начал строительство с 2017 года, а ипотечное кредитование буквально того же года времени. То есть этот вопрос, он находится в прокуратуре и Следственном комитете. Правильно я понимаю? Ну хорошо, но жилья-то у них нет. Дальше что? И параллельно глава города вызывал Икуташевича, и он буквально в ноябре месяце 12 числов одного человека квартиру выдал, но по соглашению с самим собственником Чечеровым Ахмедом Исмаиловичем в ноябре этого года 106 квадратов на сумму 2 миллиона 700 тысяч выдал квартиру 126 квадратов. И таким образом ему поставлена задача либо выдать обратно, вернуть сумму людям, или же выдавать квартиры по их согласию в тем или ином городе или районе республики. Вот такие вопросы, они не решаются. И вот опять же люди забалтывать проблему. Не хотел бы, чтобы я не отношусь так к людям. Вы возьмите и конкретно, опять же, мне больше ничего не остается. Давайте-ка вот этот застройщик, вот эти все участники вот этого процесса, давайте-ка руководитель администрации и вице-премьер Фатахов, Аздоев Фатахов, вот ему берите и доложите. 11-12 января после праздников вы мне всю картину изложите. С застройщиком вместе. Вот прям схожий вопрос. Тоже в Назране. И мало того, по проспекту Базоркина обращается Зульфия Азиева. Здравствуйте, уважаемый глава. Этот вопрос вам адресует жителям многоквартирного дома номер 7 по проспекту Базоркина в Назране. Дом ввели в 2012 году. Его построили для жителей снесенного рядом номер 9. Возведением занимался подрядчик Азраил Гадаборшев. Сдали его без комиссии, с огромным количеством недоделок, но они даже не на это обращают внимание. До сих пор жильцам не выдали документы на квартиру. Прошло уже 9 лет. Неоднократно обращались в местную администрацию. Там говорят, что дом находится под арестом, вопрос решается. Просим посодействовать в решении, прописаны по месту жительства. Ой. Понимаете, это процедурные вопросы. То есть я не отвечу «да», «нет». Понимаете, ну, хотя бы надо знать, что вопрос этот будет решаться. Нет, если с 2012 года, что такое под арест? Значит, идет судебное разбирательство или есть уголовное дело, которое наложил на это имущество арест. То есть я не исключаю, у нас некоторые чудеса творятся в правовом поле. Я не исключаю, что там вот этот дольщик, то есть застройщик, что у него какой-то там есть своя схема вот этих вещей. Давайте как сделаем? У меня получается, я там тому поручаю, сюда поручаю. Но я хотел бы сказать, что я на контроль возьму и этот дом, и этот дом. И вот конкретно пусть готовьте мне все с застройщиками, кто там, что. Если есть, то сведения, арест кем наложен? Судом или следствием? Разрешите, я поясню. Давай. Здесь администрация, по иску администрации он был осужден, уже отбыл срок 2 года свой, это Жилпромсервис, Гадаборшев Азраил. И далее по исковому заявлению налоговой инспекции республики было возбуждено уголовное дело, в связи с чем и был наложен арест. Но гораздо позже это произошло. И после наложения ареста данная строительная компания объявилась банкротством. И здесь в судебном разбирательстве пропускным управляющим был наложен арест. Но минуточку, я понял. Минуточку. Вы скажите, вот вы все расскажете, и я знаю, вот вы сказали, поясню сейчас. Вот не надо мне пояснять. Какие есть пути решения этого вопроса? Или жители так и будут, значит, как же у него есть жилье, он за него заплатил, или ему по закону выделили его, а он не может, у него документов нет.
У него регистрации нет. Наверное, он где-то там зарегистрирован у дедушки, у бабушки или тети. Когда можно это решить? Почему администрация, фактически, если не проживает, тогда идите в суд. Давайте докладывайте. Мне полностью справку, я только другой могу, потому что мы сейчас весь эфир займем юридических казуистики этой, понимаете? Подготавливайтесь. У нас есть дальше видео-вопрос из Назрани, улица Московская. У нас сейчас видео-вопрос будет? Да, вот нам сообщают просто сейчас из колл-центра, что у нас звонок. Давайте выслушаем нашего телезрителя. Пожалуйста, давайте. Да, у нас на прямой связи житель нашей республики. Вы в эфире? Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос, пожалуйста. Вы в эфире. Так, есть у нас звонок? Да. Так, есть. Так, да. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. К сожалению, алло. Есть все-таки звонок. Да, мы вас слушаем. Слушаем вас, слушаем. Говорите. Говорите, пожалуйста. Не, чтобы не говорили, тут связь нарушили, техники там, смотрите, а то сейчас на голову сейчас скажут, вот он, тут даже связь ему не наладили. Нет, все у нас... Специально. Говорите, я не виноват, пожалуйста. говорите. Вы напугались, сейчас он соберется. Да, у нас, видимо, со связью еще проблемы. Ну вы же готовились-то. Сейчас народ, я не виноват. Жители республики. Давайте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, давайте мы постараемся связаться с нашим телезрителем. Все-таки к видео-вопросу перейдем, да, у нас... Давайте видео-вопрос. Да, видео-вопрос, пожалуйста, дайте нам из Назрани. Махмуд Али Макшарипович. Мы жители дома номер 15, который находится по улице Московской в городе Назрань. Дом, как видите, старый, аварийный, 61-го года. Дом не отапливается уже десятки лет, нет горячего водоснабжения. Трещины в стенах, площадки подъездов проваливаются. Подвал до отказа наполнен водой. Дом не подлежит капремонту. Мы со своей стороны обращались, писали во все инстанции. Администрация города Назрань на сегодняшний день обещает нас включить в программу расселения жильцов из аварийных домов. Вас мы просим о помощи и содействии в решении нашей проблемы. Опять же, чтобы нам сейчас не уйти в рассуждения, давайте я сразу поручаю Фатахову, значит, создать комиссию, рабочую комиссию специалистов и провести экспертизу этого дома. В последующем у нас есть программа по руководителям. У нас на связи есть Фатахов. Извините, перебью, на связи Фатахов, если что. Фатахов? Да. Нет, я ему говорю, он видит меня? Тимур Наилевич, вы на связи, вы слышите меня? Слышите? Тогда вот давайте вот по этому городу Назрань возьмите, создайте рабочую группу, изучите вот этот дом, потому что на сегодняшний день снег и мороз, а у людей, говорят, там нет ни тепла, ни воды, ничего. И в подвале еще вода стоит. Незамедлительно вот берите район, пусть город, то есть акт посмотрите. И второе. Это не первый уже случай в части ветхого жилья. У нас же есть программа, да? Посмотрите, вошли ли, подавали муниципалитеты этот дом или другие дома в программу эту. И мне это лично доложите. Понятно, да? Да, принято. Хорошо. Итак, как мы отмечали ранее, у нас очень много вопросов от жителей новостроек. Они пишут о проблемах водо- и электроснабжения, а также отсутствии дорог и тротуаров.
К примеру, Ибрагим Бекбузаров из Малгобека пишет: «Ассаламу алейкум, уважаемый Мухаммад Али Макшарипович. У меня к вам вопрос, просьба. Окажите нам содействие в асфальтировании улиц Февральская и Адыгейская. Гравий мы своими силами много раз там клали, но это бесполезно. Если на этой улице изначально мы сами своими силами проложили газ, свет, воду и частично канализацию, то потом в дальнейшем нам была оказана частичная помощь со стороны администрации города. Разве нам не полагается нормальная дорога с освещением, поскольку на этих двух улицах живет очень много детей школьного и дошкольного возраста. Им приходится по грязи ходить в школу. Протяженность улиц составляет не более 400 метров. Я и к депутатам обращался, не помогло, к сожалению. Просьба не оставить наше обращение без внимания». Малгобек. Малгобек, я понял, я записал. Бекбузаров. Давайте я вот что скажу. Так. Муниципальные, есть региональные, есть федеральные. Если это региональная дорога, то это у нас автодор, и у нас проблем нет. Но я хотел бы, если слушают Бекбузаров и другие, я задал как-то вопрос. Сколько автотранспорта у вас в семье? Да? Есть транспортный налог. Вот мэр города, он должен получать бюджет транспортный налог. Я имею в виду муниципальные дороги. И за счет этого он обязан построить. Но я вам скажу, что требования законные, они принимаются. Но есть еще и обязанности гражданина. И я мэру, вот есть у нас Малгобек, вот Галаев, а я ему задавал уже этот вопрос. Сколько в городе у вас автотранспорта? Сколько? Сколько вы в бюджет получаете транспортный налог? Это не нравится, нравится, я вам говорю это. Если мы не будем платить за свет, за газ, за транспорт, у нас не будет муниципалитетов, они бюджет формируют из-за этого. За землю. Мы сейчас 200 метров до газификации. Знаете, программу президент издал и бесплатно доложить 200 метров. У нас их более 12 тысяч. И что вы думаете? Дома не оформлены, и вот не могут бесплатно проложить 200 метров газа. Так кто у нас виноват? Поэтому, если это муниципалитет, я скажу открыто, нравится вам, не нравится, платите транспортный налог. Это первое. Но если брать с Калиматова головы, я вам скажу, региональные дороги. Дятых мы закончили, Горогорск мы делаем, доделаем сейчас. Вяжери дороги вообще не было, делаем. Мы требования, которые предъявляются к правительству, мы эти задачи выполняем. И следим, и контролируем за этим. Поэтому все вопросы у меня к мэру города и к главам районов, городов. Значит, бюджет свой пополняйте, ходите по улицам, говорите тому же Бекбузарову: дорогой мой, если, конечно, это законно, если есть транспорт, платишь ты транспортный налог или нет. Вы знаете, у нас нет денег. Вот я должен, если мне говорят, положи дорогу, он там же делает дорогу, я должен своровать, дать этому, или я этого не буду делать. Вот здесь вот строить региональную дорогу, отсюда возьми и там сделай. Таких просьб очень много. Давайте-ка будем ответственны, тоже сами граждане. Ведь где у нас же многие вот за пределами нашей региона живут-то. Вот прям все платят и за свет, и за газ. Вот прям кого не спросишься, почему вы считаете, что на своей родине, нашей республике, вы этого платить не должны? Почему у него в бюджете денег нет, он никогда дорогу не сделает? А я сказал, отсюда перекидывать, то бишь воровать, я не дам. Вот и все. Меня это уже каждый раз достает это. Почему нет дороги, тротуара нет? Берите, платите.
транспортный налог. Но если это подведомственность муниципалитета, если это касается правительства, то мы эту дорогу сделаем. Обязательно сделаем. Чья дорога? Мэр города у нас на связи. Да, Муса Исаевич. Муниципальная дорога? Городская? Да, городская, муниципальная дорога. Все, больше не надо мне. Достаточно, все. Вот бери, собирай налоги, иди к Бекбузарову и скажи, сколько у него машин. Я не в обиду ему говорю. И каждому пройдите по дому. Не будет дороги, не будет света, не будет воды. Платить надо. Вот опять же с водой тоже вопрос. Хусен... Звонок сообщает, да, вновь. Давайте звонок есть? Да, звонок у нас. Из колл-центра нам сообщает. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слушаем. Царь Кайшин. Вторая попытка удалась наконец-то. Да, а то меня обвинили, что связь специально я нарушил. Нет, я говорил, вы слышали, а вас я не слышал. Вот видите. Так, я представлюсь. Гапархоев Ибрагим Магомедович. Город Сунжа, улица 4, квартира 4. Слушай мне внимательно. 55 лет. Так, сон Бадавиа, Жляхта Дезатер, Алча Дезатер. Махмуд Али Макшарипович. Вот у нас тут организация Сунжа ГАЗ. По законопослушный плательщику коммунальных услуг. И вот в конце месяца нужно показания отдавать, платить за этот газ. Огромные очереди, 50-60 согласных за раз. Никаких этих нету, дистанций нету, масок нет. Вот у меня к вам вопрос, просьба. Можно разделить этот Сунжа газ пополам, чтобы одна часть обслуживала жителей города Сунжа, а вторая часть, чтобы обслуживала этот район. Очередь стояла, не говорит тогда. Я действительно благодарен за такой вопрос. Можно. Вот это, знаете, вот Межрегионгаз, значит, пусть терминалы ставят на каждом углу. И терминалов нету, никаких терминалов там нету. Вот мэр города есть, вот у нас, Умаров. Значит, давайте встречайтесь с нашим Межрегионгаз, или какая там служба, и с правительством взаимодействия надо посмотреть, где можно терминалы посмотреть. Вот видите, человек, что говорит, но он не пойдет туда, тем более пандемия. Это очень актуальный вопрос. И в этой части мне, надеюсь, сейчас уже службы разбежались, праздники у них. Давайте вот 11-го, просто 10-го мне это доложите. Предложение, пути решения. И съездите сами туда, в этот пункт, куда деньги платят. А потом, есть же карточки, есть же терминалы, можно же поставить. Все, спасибо. Так, все, сделаем спасибо. мы это. Я напомню нашим телезрителям и вам, уважаемый глава, что у нас в Центре обработки и приема звонков работает наш коллега Зелимхан Калоев. Зелимхан, здравствуй. Скажи, пожалуйста, с какими вопросами чаще всего обращаются жители республики? Добрый вечер, уважаемый Махмуд Али Макшарипович. Добрый вечер, телезрители и радиослушатели. Коллеги, начну с того, что с первых минут начала нашего эфира резко увеличилось количество поступающих звонков. Анализируя уже обработанные сообщения, стоит отметить, что больше всего жителей Ингушетии беспокоит жилищный вопрос и вопросы трудоустройства. Много обращений и просьб от жителей новостроек. Они просят асфальтировать дороги, решить вопросы вода- и электроснабжения. Звонки поступают из всех городов и районов республики. Наибольшую активность проявляют жители городов Назрань, Магаз и Назрановского района. И сейчас хотелось бы остановиться на одном из вопросов, который попал буквально накануне, буквально только что в наш колл-центр. Обратилась Гулиева Роза Хусеновна из сельского поселения Нестеровская. Женщина просит обратить внимание на школу номер 1. Объект находится в аварийном состоянии, пишет она. Здание старое. Нам нужна новая школа, очень жалко детей, говорит Роза Хусеновна. Спасибо. Могу сказать вот что. У нас мы больше всех, чуть ли не первые, количеством строящие
учебные образовательные учреждения, школы и дошкольные. Вот планета вся впереди мы. Мы вот за этот год вот включительно прям сдаем, насколько при памяти, 21 школу и 9 или 11 детских садов. Но вы знаете, что у нас сегодня мы великолепно провели в комитетах Совета Федерации, и эти вопросы тоже ставили. И если там нацпроекты, программа, она до 2024 года, то реально наша потребность, у нас трехсменки уже нет, но у нас очень большой процент двухсменки. И до 30 года нам будут выделять средства, а конкретно в Нестеровской там будет строиться школа. Будет строиться школа. Вот. И не только в Нестеровске, я говорю, у нас еще, вот 22 год, у нас их, по-моему, до 15-16 школ и детских садов еще дальше. Поэтому вот с этим делом у нас все будет. Единственное, опять же, вот вернусь к главам, скажу, земли, подготовьте земли не за пределами населенных пунктов, а где доступно будет детям, доходить надо будет. Понимаете, деньги выделяются на строительство здания, понимаете? А у нас получается, что потом нам туда нести несколько километров газ, воду, свет. Потом говорят, автобуса нет. Понимаете? То есть удорожание объекта, а на это деньги не дают. То есть они предполагают, что в республике нормальное правительство, да, главы у нас хорошие. Вот они выделяют доступность, чтобы было как раз детям и ближе. Ну, поэтому строить мы будем. Но заранее, до 20, я сказал, правительству и главам, они подбирают, и подобрали, и подбирают на будущее стройку наших. Поэтому в Нестеровке школа будет. Это могу сказать. Очень хорошо. Ну вот мы возвращаемся к теме коммуникации. Вода, свет. Вот тут Хусейн Гайтов, проживающий в Кантышево по улице Иналова, 28, пишет. Жителям улицы Полевая не провели воду. Нет воды даже для совершения омовения. В основном здесь живут малоимущие семьи. Следовательно, не все могут ее покупать. Раньше осуществляли подвоз хотя бы воды. Теперь и этого не стало. Просто не знаем, как быть. Пожалуйста, помогите решить эту проблему. С водой беда. Да. У нас ее 3 раза строили, 3 раза не достроили. Сейчас по новой начинаем строить. Но видя, что жителям очень тяжело, и мне безвыходность была такая, в 21 веке, не думал, что мне придется это делать. Вот фонд развития республики, опять же, благодаря ему, мы купили 14 водовозок специализированных. Вот. И они нас спасли когда. Вот, видите, вот сейчас вот это у нас город. Это Кантышево. Кантышево, Назранский район. Да, он и говорит хотя бы подвозить. Этот вопрос мы решаем с водой. Вот мы сейчас защищаем. У нас 2 там пути. Одно на водозабор, который мы будем с Алкума, ну, поточно, как мне специалисты говорят. И второе – это скважины. Оптимальный вариант. Нас Москва поддержала, но это будет долго. Вода нужна сегодня. Это год, 2, 3, потому что это сложно технически и в целом строительство. Но мы за нее занялись, потому что ранее ее делали, не доделали. А я человек такой. Если мне подкрепите 100%, и я буду контролировать каждый метр этой трубы и чего там будет. Но на сегодняшний день, вот глава сидит, да, Кантышева, глава у нас. Назрановского района. Да. Назрановский район. Это заместитель? Да. Заместитель. Значит, у вас разве есть вопросы? Вы можете заявку сделать, направьте туда хоть 3 водовозки. Хоть 5 направьте, они востребованность сегодня такая большая нет, как летом. Почему там воды нет? Сергей Галшинов.
У нас в районе такие вопросы бывают часто. Данный вопрос у нас на контроле. Вот этот вопрос тоже возьмем на контроль, направим до лендерей, решим вопрос. Послушайте меня. Эти водовозки, они летом были 100% востребованы. С таким трудом их приобрели, потом монтировали их, мы их привозили. Вам сложно заявку подать? Вы что говорите-то? На контроль возьмете? Не на контроль берите. А сейчас же соединяйтесь с гаражом, заявку кидайте и посмотрите. Вы идите лично туда и посмотрите, где у вас нужно. Это у вас часто это бывает. Берите 5 машин, вам сейчас 5 машин дадут. И возите туда воду, куда нужно. Мухаммад Алий Макшарипович, у нас тесное взаимодействие со службами. Как только заявка поступает, мы его направляем. Данный вопрос тоже будет решен в ближайшее время. Я еще раз хочу вам сказать одну вещь. Тесное взаимодействие у вас легкое, не знаю. Решите вопрос. Системно поставьте вопрос, чтобы там была вода. Потому что вот не вы же ее решили. Сейчас до головы человек дошел. Крик души у него. Ламас из хахиду ажва йохсу. Занимайтесь. Махмуд Алий Макшарипович, жители Сунжи жалуются на отсутствие освещения в центре города, слабую работу ЖКХ и, опять же, проблемы водоснабжения. Написали о своих проблемах, опять же, жители Кантышева. Они пишут, что улицу Грейдерную, которая соединяет Кантышево и Далаково, асфальтировали в 2005 году, но тротуары не предусмотрели. Проблема в том, что по этой улице расположены 4 школы, 2 детсада и множество магазинов. Дети вынуждены ходить по обочине, рискуя жизнью. Сунжа на связи с нами, если... Да, и Сунжа с нами Сунжа, значит, я могу только сказать, не объяснение, давайте будем, сейчас долго будем время занимать. Давайте, вот мэр города у нас, вот эти все вопросы у тебя обращения сейчас перешлют, бери и конкретно пройди улицу и каждый дом, если нужно. И посмотри, почему света нет, почему этого нет, того нет. Если, значит, с жителями обговаривай, у нас проблема в чем? По воде я вам сказал. У нас просто-напросто, понимаете, устаревшие трубы. Их сделали недавно, БУ поставили. Тут много такого наносного, неправильного. Но это объяснение. Люди ведь... Почему я не люблю эти объяснения? Потому что людям это объясняешь, но он без воды сидит. Да. И ему объясняешь, но у нас беда есть. Мы очень жесткий разговор провели с МРСК. Действительно, нам поступление вот энергии, оно недостаточно для дома, для вообще-то даже техника иногда летит, да, но мы это знаем. Но у нас сейчас конкретно идет, будет темпами, мы это переговорили с 2011 года, там будут и заменять вот эти провода, которые оголенные, там они должны изолированы быть и тому подобное. Если брать по воде, знакомо все. Но у меня тот же вопрос еще к мэру. Вот у людей воды нету, Маров, слушаешь меня? А твои эти, ваши, то есть всех этих, мойки ваши работают. И это не техническая вода. Это вода, которая должна поступать жителям. Вы разберитесь с этими. Разберитесь. И наведите в этом порядок. В этой части, а на постоянный контроль, я хочу сказать жителям, у нас есть контроль. И, естественно, если там воды не хватает, опять же, вот выручалка наши эти водовозки, берите и возите людям на дом, на улицу воду. Я другого не могу предложить, потому что, ну, действительно, знаете, труба настолько устаревшая, что мы даже давление, я вот спрашивал специалистов, давление поднимем. Я говорю, поднимите давление. Поднимаем давление, ее разрывает. Понимаете? Она вот такая вот. А заменить ее, это не завтра. Мы это делаем и будем делать. Я думаю, год, 2, 3 максимум. Вот так вот. Ну, это же не успокоит людей.
коржми биозом. Поэтому я не хочу тут это, чтобы воспринимали это. Вот у нас постепенно, у нас есть проект, у нас есть договоренности, мы потихоньку будем заменять и идти весь водовод и водоотведение. И водоотведение и воду, мы этим занимаемся. Займитесь. И Кантышу тоже могу сказать то, что сейчас там был зам же этот, как раз главы района. Значит, пусть сигналы эти передадут же им. Да. Значит, направьте прямо это по поручению прям главы и туда их. И мне срок только поставьте. Срок и кто ответственный у него. Не там, как они это потом мне заиграют. Ответственный и дата такая-то. Ответит протокол. Ну, видимо, туда же уйдет и вот вопрос. Цароев Ахмед Бесланович, проживаю в Сунже по улице Калиматова. Каждое лето нам не дают воду вообще. В остальное время года наблюдается слабый напор. Тоже просят разобраться. Передайте, я думаю, что состояние разобраться. Махмуд Али Макшарипович, у нас вот была дороги, которые соединяют Кантышево и Далаковой. Нам сообщают, что у нас вот Ингуш-Автодор на связи. Дорогу асфальтировали, напомню, в 2005 году, но не предусмотрели тротуары. Ну, первый, второй в России. Хаматханов, как же ты... Вот видишь, я тут это защищаю региональный автодор, а ты тоже, оказывается, тут... Что же ты делаешь-то, а? Что ты, договори. Когда дорогу сделаешь, под тротуар сделаешь. Следующий Махмуд Али Макшарипович. Так. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Говори. Так, вопрос понятен. Дорога состоит на балансе ГУ «Ингуш-Автодор». Дорога, она была сделана в 2005 году, тогда тротуары не закладывались у нас, они закладываются в последние годы. Но тротуар, именно этот вопрос, будет решен в 2022 году до начала учебного года. Протяженностью 2 километра. Дату назови, дату мне назови. Дату назови. Когда ты сделаешь... До начала учебного года, конец августа. Нет, до начала учебного года, это, знаешь, это май месяц, апрель и 29 августа тоже до начала учебного года. Конкретно что? Месяц? 30 августа, 22 год. Хорошо, 20 августа ни тебе, ни мне. Августа 20-го доложишь. Понял. Все. Еще? Да, Лила, вам слово. Так, этот вопрос уже был задан. У нас сейчас видео-вопрос. Да, давайте у нас видео-вопрос. Нам пришло видеообращение от имама сельского поселения Аки-Юрт. Сейчас наши режиссеры выведут его на экран. Внимание. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Масьяда Дадикахуд. Хадаев Абу Апсиевич, имам сельского поселения Аки-Юрт, а также председатель общественного совета. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, узнав, что у вас 25 декабря намечается прямой эфир «Диалог с народом», мы решили записать данное видеообращение. На данный момент мы находимся перед мечетью. Сзади меня вы видите минарет мечети. Высота минарета 15 метров. На последних 2 этажах отслаивается штукатурка. И вода протекает вовнутрь, так как в этой мечети находится еще и класс, где изучается Коран. Дети ходят в класс мадресе. И есть большая опасность, что эта штукатурка может в любой момент, толстая штукатурка, обвалиться и нанести увечья детям или простым прихожанам. И, пользуясь случаем, мы хотели обратиться к вам, оказать содействие в решении данного вопроса, так как здесь не обойтись без специальной техники и высококвалифицированных специалистов. Надеемся, что данное обращение не останется без внимания. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи. Так, есть у нас на связи Минац. Или Марьям Султан мне наведите. Вице-премьер на месте. С правительством, если можно установить нам связь. Ну, давайте вот этот вопрос, мы что сделаем? Мы изучим этот вопрос. У нас вице-премьер
с Миннац, Министерством национальной правительства, поручим, и этот вопрос обязательно свяжем. Марьям Султановна, вы меня слышите? Есть звук у нас? Есть у нас звук? Так, у них технические Ну ладно, проблемы, хорошо. А меня, наверное, слышат, да? Слышат? Поднимите руку. Слышит кто-нибудь меня? Не слышит. Вот связь у вас тут такая. Они нас слышат, но вот... Ладно, давайте вот что сделаем, чтобы не занимать эфирное время. Этот вопрос решаемый. Вот этот вопрос передать правительству, а именно, по-моему, там исполняет обязанность Беков. Вот, замминистру Бекову. И он выйдет туда, и мы обязательно поможем. Юрт обязательно. Мяждики, Тигович, Лидия, Хамхадейт, Дувей. Так, сейчас у нас, на подсказывайте, есть звонок. Есть у нас звонок? Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, баланс прямой эфир. Да, сердце колота. تقول ساسكت لينيش بمنيا دياجو غدا خادرتو بغدا دبها نبرجينيا أخذت يلو أخ يرتاك يلش صدع عندك جوخ بدريش كل بلوط نختي ميك حاجات كتاخذ مشات خاص أمرت كأن المقول الدكتور نوصل يدخل نبرجين فوجوز عشت دلي يا رياض Барк Халт. Я так понял, с чего нет, только не понял. Напряжение, да? Да, напряжение нет? Слабое напряжение. Да. Напряжение, ну вот это беда. Проблема. Они говорят, что линия. Давайте этот вопрос мы возьмем и поручим его Фатаху, вице-премьеру. Он у нас курирует и взаимодействует со всеми этими службами. И конкретно, значит, адресно ему передать этот вопрос. Но, опять же, как я говорю, чтобы там был срок и ответственный, и срок поставлен. А я так подумал, перед Новым годом надо сделать, чтобы в понедельник у него было это обращение, чтобы до Нового года люди не сидели там без света или как-то. Может быть, трансформатор надо сменить, я не знаю что. Ну, как бы... что мы его возможность если это вот не сверх что-нибудь такое. Поэтому это не годится перед Новым годом, чтобы вот такая ситуация была. Пожалуйста, еще есть. Зарима Амирханова у нас из Назрани обращается. Мы с супругом давно хотим заниматься выращиванием овощей и фруктов на своем участке. Так. В нашей семье 2 сыновей, они студенты агроинженерного факультета. Им тоже интересно работать с землей. Несколько лет назад нам был выдан участок за каналом. Все документы на право собственности у нас есть, но он находится на последней линии за каналом, и к нему нет дороги. Также, несмотря на конкретные координаты участка в документах, никто из администрации нам не смог указать границы участка, так же, как и не определены границы ни одного из близлежащих участков. Своими силами проложить дорогу у нас не получается именно из-за ее протяженности. Обращаемся к вам с просьбой помочь проложить дорогу хотя бы грейдерную и распорядиться определить границы участков, чтобы мы могли возделывать свой огород или сад и избежать земельных вопросов в последующем между жителями региона. Вот такое. Вы знаете, я очень люблю огородников. Очень люблю их, поэтому обязательно поможем. Значит, этот вопрос будет на контроле у министра лично и главы района. Значит, все, кто пожелает, я готов самим семена развозить даже. Лишь бы не в огород зашли свой. Вот часть дороги, тем более семья, 2 сыновей, вот, поэтому я думаю, что и город Назрань, и министр сельского хозяйства, вот этим 2 вот этот вопрос мы подадим. Я думаю, сейчас картошку не будет сажать. Но к марту месяца, в конце, я помню, в детстве где-то 25-27 мы картошку сажали. Поэтому давайте-ка вот поддерживаем всех садоводов, огородников, цветочников, всех. Вот это вот вся, прям, я конкурс, вот почему я придумал конкурс этот.
Вот. Лишь бы выращивали, свое кушали. Вот, поэтому лучшее я думаю, что этот вопрос, да? вот, министр сельского хозяйства слышит. Да, у нас на связи. Там исполняющие обязанности есть. Все, ему адресовать с контролем и ответственно. Вот, Мадаша Касагельевна, будьте добры, вот все эти вопросы будем. Это решаемый вопрос. Спасибо. Так, идем тогда дальше. Нам пишет Шабазгири Миржоев, Верхние Ачулки, муниципальный депутат. Цитата. «У меня вопрос, который волнует многих моих избирателей. В середине этого года в нашем селе от стихийного бедствия пострадало большое количество местных жителей. Глава региона дал соответствующие указания по оказанию помощи пострадавшим, но на сегодня проблема не решена. Ко мне, как депутату, обращаются мои избиратели с вопросом, когда им возместят ущерб». Не знаю. Может быть, надеюсь, я не ошибаюсь. Верхние Ачулки, потом у нас было некоторые бедствия в Сунже, потом Средние Ачулки. Там сильный ветер, здесь типа паводок. Лично я распоряжался, и мы купили Верхние Ачулки достаточно, по-моему, около 3 миллионов материалов. Это комиссия была создана, и мы буквально за 4-5 дней, 7 дней выдали им все материалы, поадресно. Вот. Но депутат, не хочу сказать это, но давайте по-честному. Когда там, понятно, мне крыша снесло, но когда там забор свалился, калитка там не в ту сторону открылась, ну, мы и так с фонда взяли эти деньги. И в Сунже, и в Нижних Ачулках я там министр строительства был, а здесь вот нынешний сейчас вице-премьер Евлоев Магомед Мусаевич. Он ездил конкретно, мы материально помогали, чтобы они восстановили. Не знаю, вот это такое облачное такое обращение. Давайте конкретно адрес и что нужно сделать. Крыша, окно, что там такое. Вот, поэтому это Малгобекский район, и попрошу, конкретно этим занимался министр строительства Волохоев, вот, Михаил Зяудинович. Лично выезжал, лично изучал, комиссию возглавлял в Верхних Ачулках, и пусть он там выйдет и конкретно посмотрит, потому что все, что комиссия обследовала, сами с жителями участием, им выдали материалы. Мы вот сколько надо там, всего им выдали, привезли. И это сюжет же был по телевидению. Показали же, мы им все выдали-то. Да. Поэтому давайте будем уточнять. Если нужно дополнительно что-то, ну, найдем, если это реально. Ну, так не хотел бы думать о депутатах. Ну, посмотрим. Давайте так. Так, ну сейчас давайте перейдем в Центр обработки и приема информации, сообщений. Там работает наш коллега Зелимхан Калоев. Зелим, слово тебе. Спасибо. Прежде чем подвести промежуточный итог, хочу напомнить нашим телезрителям, что каждый из вас может обратиться к главе республики в течение прямого эфира, позвонив нам по бесплатному номеру 8 800 301 41 42. Либо отправить текстовые сообщения и видеовопросы в WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 097 73 73. Все обращения условно сортируют и раскладывают по электронным папкам, на каждой из которых написана тема «Безопасность», «Бизнес», «Будущее», «Демография», «Дети», «Доходы», «ЖКХ», «Коррупция». Вопрос можно задать на любую тему. А на данный момент в колл-центр поступило 420 звонков. Сейчас хотелось бы остановиться на одном из них. Сейчас я зачитаю эту просьбу. Есть человек, у которого 2 сердца. Его зовут Ендиев Заудин Багаудинович из сельского поселения Инарки. Наши врачи не хотят это видеть, ставить ему правильный диагноз. Он мучается из-за того, что они не могут даже правильное лечение подобрать. Хотелось бы, чтобы ему помогли. У нас даже средств нет, чтобы его на лечение отправить куда-то. Окажите ему внимание, пожалуйста. Но у меня тоже специальных познаний нет в медицине. Но я думаю, у нас достаточно хорошие врачи, профессиональные врачи со степенями научными. Я думаю, этот вопрос, если живет он НРК, там очень достойно, вот сейчас мы больницу там одну открыли дополнительно. Я думаю, главврач там очень разумный человек. И министр здравоохранения
я просил бы, чтобы Рукият Магомедовна, министр здравоохранения... Она на связи сейчас с нами находится. Да, тут, понимаете, ну мы же не специалисты. Что мы сейчас будем обсуждать? Человек говорит, ему диагноз не поставили, и он не доверяет нашим врачам. Что мы должны сейчас? Ну, она скажет, я доверяю, не доверяю. Давайте вот что... обращение напрямую. Напрямую слышит обращение. Нет, ну я и говорю, давайте вот сделаем так. Значит, если необходимость есть, министр или кто у вас по профилю там, главный врач, кардиолог, надо выехать, изучить этот вопрос. После этого транспорт обеспечит этому человеку, то бишь, если нужно там машину, скорую помощь, привезти его. И если у нас нет специалистов, если у нас нет оборудования достаточного поставить ему диагноз, то тогда смотрите, рассматривайте вопрос, куда, в какой центр мы его направим. Я думаю, что мы найдем финансы, и это от этого зависит человеку жизнь и здоровье его. А если у нас есть специалисты, ну, я не могу оценку дать. Поэтому вы слышите меня, Рукият Магомедовна? Да. Вот берите, пожалуйста, и мне вот докладывайте, сроки поставьте определенные, чтобы съездить к нему, если нужно, или привезти его в центр кардиологии, где отделение есть, и специалисты, чтобы посмотрели. Понятно? И я думаю, понятно, да. Я думаю, что вот заявитель, если вы нас слышите, я обязательно на контроль беру этот вопрос, на контроль, и мне об этом, и обязательно предпримут, если есть такая возможность, и специалистов привлечь, и если нужно будет, привлечем других специалистов других регионов. Я думаю, я ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос у нас. Абдуллах Чумаков спрашивает, когда же в ингушских магазинах можно будет расплачиваться за покупкой карты. Цитирую, сравнительно недавно я был в Краснодаре, провел там несколько месяцев, и за этот срок практически не понадобились наличные. Везде, куда не зайдешь в магазине, в общественном транспорте, стоят аппараты без наличного расчета. Во всей Ингушетии всего несколько десятков магазинок и заправок, где можно расплатиться карточкой. Некоторые вывешивают номер своей банковской карты для перевода денежных средств через мобильное приложение, что, в свою очередь, не совсем удобно. Я не знаю, как его зовут? Абдуллах Чумаков. Абдуллах. Сугур, Баркал, да? Медаль я тебе дам. Вот то, что я добиваюсь, то, что я прошу, и то, что мы позволяем торговым центрам, магазинам, ведь нету чека, и даже ничего не можешь сделать. Или товар, он может быть вреден, он может быть опасен, он может быть еще что-то. Ничего нет, чтобы пойти предъявить какие-то претензионные какие-то вещи. Но мы в этом плане работаем. В действительности. И глава района у нас, я почему благодарен, потому что опять не понимают, ведь если налоги, а это налоги, то есть когда официально у нас, да, и тогда бы у нас, опять же, это в район, город идет, в бюджет. И вот эти вот, когда говорят, дороги нету, асфальта нету, света нету, того нет, это ведь тоже пополнение нашего бюджета. Вот вы, я почему говорю, покупайте только у нас. Мы все покупаем у нас. Я требую это. Мы все дят дали, шикар дали, вождар дали, вайтикачер, хаецес. Вайтикачер. Для того, чтобы у них оборот был, чтобы у них прибыль была, и они бы закупали бы, развивались бы. Вот. Поэтому это настолько, вот если бы думали бы, как Абдулла, наши люди, я был бы благодарен им. Потому что идти в магазин, не зная, чего покупаешь, и ответственность никто не несет. Попробуй доказать. Значит, это будем искоренять прям, потому что это наносит вред. Они-то там зарабатывают, а республика что? А это все, это пенсии, доплаты, это столько вещей мы могли бы делать. Это огромные деньги, если вот по всей республике взять, понимаете?
Нам нужно это делать. И надо переходить на карточки обязательно. Что это такое? Значит, там телефон свой вывешивает, номер, и вот перечисляет туда деньги. Я думаю, тут не дорабатывает налоговая инспекция. И я к ней обращаюсь, вот руководитель налоговой, он у нас опытный человек, мы с ним уже говорили об этом. Но это тоже нелегко. Привычка такая-то, поэтому кое-что он, наверное, слышит или ему передадут. Значит, надо, чтобы налоговые органы работали и по потребительский рынок, Роспотребнадзор и органы внутренних дел, у них есть отдел такой, да, насколько я помню. Надо, значит, требовать с них. Требовать, чтобы они ставили кассы, продавали. И раз уж такой вопрос, он связан просто вот с торговлей, вот этими вот всякими обслуживаниями. Вот я зашел как-то в одну аптеку, женщина стоит. Ну, ещи кози, ну, съест, ну, такая вот кассовый аппарат, я говорю, есть. Ну, просто зашел я случайно, прогуливался. Я вообще не хожу никуда там, да, в магазины. Она говорит, если ее дам, ну, вот, лежит там на подоконнике, пыли там все. Я говорю, а давно работаешь здесь? Она говорит, 10 лет. Я говорю, трудовой ди. Где ее? Я говорю, стаж ее? Нет, говорит, цагдысыз. Ажил цар кадиис нахтиг жлахтыш. У них стаж не идет. Значит, больничные взять нельзя. Значит, социальные какие-то выплаты не дадут. У нее никакой больничный. Почему эти, я их называю толстосумы, они больничные не дать надо же. Отпуски ей надо дать. Уход за детьми надо дать. Полный социальный пакет надо дать. А легче же, как Азмоли, вы же их рабами сделали. Они стоят, не оформлены. Вот она 10 лет. Она же стоит там. Ну, представь себе, вот весь день стоят. Сункахет царя. Аганом кахетец. Понимаешь, лишь бы вот она бесплатно ей там не давать ей ни больничный, не давать ей ничего. Вот. Она же заболеть может, она уход ребенка, аж Бог бояхаш. И вторая часть, вот там по безработице говорят, слушайте, это вот пока как бы у нас взаимосвязано. У нас сегодня, я вам скажу, 2-3 тысячи человек не хватает. Так что зря мне говорят, что у нас нет рабочих. Рабочие места мы создали. 16 кошар. У нас не было ни овцы. Вот начали заполнять 10-15 тысяч. Говорю, не, работник нету. Вож регионер хаух. Вон, зайдите в сад. 700 человек не хватает в сезон. 1500 за норму, 2000 дают. Это до 80 тысяч можно получать. Индейка, он южный, он звонил мне, Костоев, он говорит, Мажарич, я не могу людей набрать. Не идут. А швейки? Там сейчас 220, а там еще надо 500. Так, ханбулхот, а обувную тоже нужно. Поэтому, когда мне говорят это, сегодня уже мне не говорят. Бог бы йограл. Азя Бог бы. Бог бы. Идите, но как это сказать? Ложное понимание стыда. Ему стыдно работать. Я не говорю конкретному человеку. Стыдно просить, я вам скажу. Просить вот это стыдно. А любую работу делать, зарабатывать руками деньги, не стыдно. Моллах бол хаби, хай кайуар хади. Почему ты должен это? Поэтому в этой части у меня принципиальное отношение. И почему я обратил внимание, вот вы сказали, обязательно поможем этим. Слушай, ну, дал сугр баркалдакцин. Поэтому давайте-ка вот обратную связь получать. Обратную связь получать. Говорим, мы создаем сейчас. У нас сейчас еще
у нас 40 пакетов сейчас портфелей инвестиционных. К нам пошли инвесторы. Сейчас мы завод ставим очистных сооружений. Завод целый ставим. С каждым годом. Вот мы 5 предприятий в 2002 откроем. У нас приближается 30-летие республики. Да? Вот мы сейчас с Нового года уже конкретно начнемся. Нам на 22 год дали, уже выделяют деньги на постройку филармонии, библиотеки. Вон, страшная библиотека. Мне женщина говорила, куда же мы книжки денем-то? У нас библиотека будет до 24 года. И будет Краеведческий музей. А после 24 года у нас 2 театра уже будут строить. И мы 26-27 году дал Яндаль Хадид Девейс. Я свою работу и правительство мы будем выполнять. У меня просьба. Сухих дивалац. Я не делю никого. Я не любитель этого. И вообще не присущи к мне это. Каждый человек просто, я не знаю, но утром встал вот, и пошел. Вот не работает, да? Я вот думаю про себя. Вечером приходит, что он говорит? Семье. Надо к фуалцу. Ищи к фуалцу. Бери к фуалцу. Вот и чем и А потом опять ложится. А утром встает и опять. Куда он делает? Я не знаю, месяц живет, год живет. Ну, как это? Никто его не спросит. Я не знаю, как он вообще у него мозги есть. Я извиняюсь. Душа у него есть. Айбир, чевес, Белхар, чевес, Цахмади. Поэтому я призываю, мне говорят там, вот, Калимат, вот там, ты там мягкий такой, там, да я человечный просто. И хочу, чтобы человек обратно человеком был. Он просто должен ответственность нести. Да, оцелил здесь, Воши, Бер оцелил здесь. Откуда сироты взялись? Интернаты. Сколько детей у нас? У нас много детей. Понимаете? Поэтому халбох нахбе, халулей нахбе, царь хамятас. Ну, если ты здоровый, нормальный человек, ну ты иди работай. Поэтому сегодня я думаю, что все это скапливается наплевательски. Вот. И вот это с кассового аппарата начали, вот, да? Что вот удобно, конечно, удобно. Удобно. Ну, нашим же мало денег этим богатеям. Вот. Им лучше наличку брать. А налоговая и органы должны заниматься, чтобы все шло для народа. Там же определяются определенные выплаты и в город, и в бюджет области, республики. Поэтому Баркалхалт хороший парень, молодец. Я говорю, вот будет, я ему медаль дал даже. Спасибо. Я напомню, что прямая линия с главой Ингушетии идет на официальном YouTube-канале и мобильном приложении нашей компании, а также на официальной странице администрации главы и правительства Ингушетии в социальной сети ВКонтакте. И вот именно оттуда у нас поступил вопрос. Плиева Роза обращается по поводу жилищных выплат тем, кто проработал более 25 лет на территории Крайнего Севера. У нас нет своего жилья. С 1999 года мы состоим в очереди на получение выплат по данным Плиева Роза. Ну, это частный вопрос. У нас, насколько я знаю, для этого у нас есть выплаты. По-моему, есть. Я сейчас не могу сказать. Северные мы должны смотреть. Я не знаю, там бюджет, какие-то документы. Я думаю, это надо адресовать правительству и взять на контроль. Все. Это если ее обращение основано на законных требованиях, мы этот вопрос решим. Вот у нас Миннац, я понимаю, у них, и я думаю, что этот вопрос, значит, вот в этой части, я думаю, что вопрос этот будет решен. Но я всегда подчеркиваю, почему. Я столько получаю недостоверные документы, вот я вам по земле сказал там, вот 800, да, пакет, а потом остается 80. Вот типа это. Поэтому Миннац, вот меня исполняющий обязан видеть. Нас слышит. Значит, да. Ну, он понял. Значит, берите вот эту женщину, возьмите и мне доложите. Договорились? Да.
Итак, обращается к вам Магомед Башир Чесыгов из Яндери. Уважаемый Махмут Али Макшарипович, просим вас увековечить память участника Великой Отечественной войны Чесыгова Асхаба Тавботовича, проявившего мудрость, храбрость в неравном бою и отдавшего свою жизнь для нашей славной Родины, водрузив памятную доску в его честь. На государственном образовательном учреждении МАГАСа или школе нового села Яндери к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и проявление дани уважения к павшему герою Отечества. Аминь. Я хочу сказать, что этот вопрос, и я ему очень благодарен, очень хороший вопрос. И поставлен правильно. Тут я сразу скажу, предпримем все возможные и невозможные. Этот вопрос надо зафиксировать за главой Назранского района и сельского поселения Яндери. Но с другой стороны, этот вопрос надо на контроль, чтобы взяла Амриева Марьям Султановна. Она вице-премьер, которая вот это направление нас курирует. Это лично сам на контроль возьму. Этот вопрос будет, Бархалхалт, хорошее дело, же на Баганах. Сегодня мало кто думает, но я думаю, если реально посмотреть, мы живем, потому что кто-то из-за нас, не конкретно, но они отстояли то, что свободу и жизнь, потому что это очень важный вопрос, и мы его решим. Алихан Яндиев из Плиева жалуется, что на улице Партизанская, где проживал первый герой Российской Федерации Сулумбек Асканов, еще с 90-х годов жители не могут добиться ремонта и асфальтирования дороги. Он отмечает, что жители своими силами неоднократно ремонтировали данную улицу, но после сильного дождя все размывается из-за большого градуса уклона улицы. Значит, давайте вот что. Я не буду ссылаться на район, на главу. Я Автодору поручу изучить эту дорогу совместно с муниципалитетом. Первый герой России Асканов, у меня есть еще много мыслей, у нас мало уделяется внимания ему. Мы сейчас прорабатываем к 30-летию что-то будем делать. А вот не в обиду другим, но улица Асканова, это я возьму на личный контроль, но это мы поручаем Фатахову и вот Хаматханов. Да. Батыр, берите, значит, вот эту улицу, сведения возьмите и выйдите и доложите мне, что нужно, как нужно, с фонда поможем или что-то. Я говорю не в обиду, вот у нас по дороге говорили, я просто, у нас первый герой России. Мы должны к этому относиться очень внимательно, я полагаю. Поэтому докладывай с Фатаховым ко мне или сам подойди и вот изучи только вопрос с главой Плиева. Хорошо? Все. Принято, принято. Махмут Али Макшарипович, дорога мне знакома. Дорога знакома, улица мне знакома. До конца апреля там улица будет уложена, асфальтирована. До конца апреля. А тротуар будет там? Сделаем улицу до конца апреля улица будет. Световое освещение будет там? В комплексе решай. Будет. Вода, свет, все. А то сделаешь дорогу, а потом перекопают ее 10 раз из-за столба или из-за воды. Займись, мне доложи сперва. Все понятно. Изучим улицу, да, изучим. Комплекс давайте. Итак, нам сообщают, что у нас звонок. Давайте выслушаем, да, нашего телезрителя. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Вы в эфире. Алло. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Сорвался? К сожалению, сорвался у нас звонок. Мы постараемся вновь связаться, да, с нашим телезрителем. Итак, идем дальше. Сразу несколько у нас схожих обращений поступило от жителей Кажева. И вот что они пишут в одном из них. Рипович, мы, жители Кажева, ранее обращались по поводу строительства школы. Как мы знаем, Кажево делится на 4 части: центральная дорога и рекой Сунжи. И вот в той части, где
мы живем, район Балторга, из соцобъектов только начальная школа. Недавно стало известно, что военкомат переходит в новое здание в Магасе. Мы обращаемся к вам с просьбой построить на месте старого здания военкомата школу и детский сад. Ведь вы сами всегда акцентируете внимание на том, что соцобъекты не должны быть на отшибе, а это самое подходящее место. Также уже появились слухи, что эта земля продана и, возможно, попадет в частные руки. Мы очень надеемся на вас. Заявление с большим количеством подписей мы уже подавали в ваше управление по приему граждан. Спасибо заранее. Спасибо, хороший вопрос. Там надо посмотреть, потому что федеральные структуры, как МВД или военкомат, находятся на землях, они относятся к федеральным землям. Федеральным. Чтобы их получить в муниципалитет и что-то нам строить, школу даже, нам придется его перевести через Росимущество, значит, ее перевести в муниципалитет. Вот. Земля, если есть, и там школу можно поставить, вот у нас исполняющий обязанности Назранского района, Назране, да? Назранского района. Назранск. Да, Назранский район у нас на связи. Значит, военкомат, чья это земля, которую военкомат там убрали? Как вы сказали, она сейчас в ведении федерального ведомства. Но по данному вопросу мы уже начали работу, то есть выяснять, смотреть. Как только военкомат переберется на свои новые земли, то есть здания, мы уже начнем свою работу по оформлению, по переводу земель на соответствующую. Магаша Вишнегириевна, протокол возьмите это на контроль. А там прозвучало, а вы мне... Надеюсь, она не продана. Пока у нас нет такой информации. Вот видите, у вас пока нет. А если будет, что будет делать? И каждого... А школа, а вот, давайте возьми и не вздумайте, объявление напиши, здесь будет школа, большой щит, железный, бетон его засунь. Займитесь этой землей. Надо будет вмешаться, значит, будем Росимуществом говорить. Лично буду говорить. Глава района лично уже занимается этим вопросом, вопрос на контроле. Хорошо, все. Так, идем дальше? Да. Звонок есть у нас? Есть, да? Да, давайте примем звоночек. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Да, да, говорите. Не слышно нас? Алло. Да, здравствуйте. Вау. Меня слышно? Да, слышно. Говорите. Я вас очень плохо слышу, если честно, но постараюсь сформулировать вопрос. Пожалуйста, задавайте. Махмуд Алим Макшарипович, у меня вот такой вот вопрос. И даже не столько вопрос, сколько предложение обратить внимание на общественный транспорт, который у нас в республике функционирует, который загружает налаживание системы общественного транспорта, на мой взгляд, очень сильно бы разгрузило бы наши дороги и, соответственно, улучшило бы безопасность в республике. Хочу обратить ваше внимание на это, на лицензирование водителей транспорта. Второй вопрос. Штраф стоянками. Я знаю, что вы разрабатывали программу по штрафстоянкам. Я хотел бы, чтобы вы это тоже прокомментировали. Ведете ли в этом направлении какая-нибудь работа? Спасибо. Маркал, хороший вопрос. В части автотранспорта я даже заслушивал один раз этот вопрос. Как помягче сказать бы? Ну, руководители этих вот транспортов, у нас автодор, вот этот пассажирский, это ГУП у нас. Ну, много вопросов, и Плиев, министр, вот занимался этим вопросом. Мы сейчас там директора другого, по-моему, он предложил и назначили туда, правительство назначило. Там надо разбираться, понимаете. И второе,
мы старались разгрузить. Вот вы правильный вопрос дали. Мы ведь «Ласточку» для этого и пускали. И я занимался этим настолько усердно, что мы думали, разгрузим тоже, чтобы у нас не ездили люди, вот этот транспорт, потому что техосмотр вот такой вот, я сейчас в Думу внесли уже первое чтение, я вообще, честно говоря, может быть, нельзя так, но говорю, ну неправильно отменяет его. Ну, там какие-то года устанавливать, еще что-то, потому что это касается безопасности пассажиров. Вот, поэтому есть такая ситуация. Вот, вот сейчас вот вопрос встает вот, у руководства железной дороги, вот сейчас в «Ласточке», например, наполняемость у нас нет. Могут ее отменить. Понимаете, вот добивались только, да, потому что, ну, сейчас вот на Новый год, может, наполняемость пойдет, там, студенты, может быть, еще и рекламу делали, и что мы только не делали, потому что Ат-Ахмадиис здесь сел, минут доехал, потом Кисловодск доехал, чем на машине ехать. Ну, у нас еще такая страсть, это ингушская наша национальная забава, нам нравятся машины. Вот нам поезд не надо. Нам, если мы можем поехать на машине. Я не знаю почему. Но у него что неудобно, сел спокойненько, да, там, доехал и это. Поэтому в части вот этого пассажирского ГУПа мы занимаемся. Мы форму, сейчас не буду опережать. Нам даже правительство предлагает другую форму придумать, имеется в виду не ГУП, а что-то еще, транспорт или что-то еще. Главное, понимаете, можно было акционировать его вообще-то. Можно было его в частные руки отдать. Но другая сторона, это уже будет, так сказать, ситуация, ну, контрольный пакет, если оставить, не оставить, цену повысить нельзя. Понимаете, если вот отдашь, а возьмешь, и акционер или участник, он возьмет и поднимет цену. А у нас платежеспособность все-таки населения, у нас небогатые люди. Понимаете, надо все нюансы учитывать перед тем, как принять решение. Мы этот вопрос обсуждали. И правильно задан вопрос. Но пока он в рассуждениях, и надо очень тонко подумать. Это такая очень затрагивающая многих. И как раз вот те без машины, которые, вот дети, женщины особенно, им передвигаться. Туда же хождывается глухо. Ну, надо посмотреть, чтобы завтра не было, там цены как подрастут, и вообще они у нас будут тогда неправильно. Что касается штрафстоянок, я когда работал прокурором 2004-2007 год, я смотрел тогда, и когда приехал сейчас, столько наркоманов. Вот, да, их. Я очень обращался и нашим Диша Алам Нахаге, и вот эти вот, у нас же есть общественные деятели великие. Я им предлагал, это касается к тому штрафстоянок, который вы начали. Я это немножко расширю вопрос. Конечно, эти машины, ну, ложное понимание, опять скажу, достоинства скрывают, не дают, откровенно говорю, не ставят диагноз правильно, еще что-то, да это все знают. Но я хотел бы тем родителям, родственникам сказать, сывалейшин вали. Я долго проработал в системе, вот. И видел этих людей. Они неисправимы в большинстве своем. Этот человек сам должен захотеть. И вот это вот транспорт задерживает, и у нас не было этих штрафстоянок, как принято. Вот в Малгобеке их создали, в Сунже и в Назрановском районе. В Назрановском районе, там, говорят, неправильно это, подлэп, заключение не дали, и незаконно. А сейчас мы там определяемся. В Сунже, в Сунжском районе, там, или в Сунже, там создали. И я буквально вот вернулся с поездки, мне сказали, что там МВД, мы будем встречаться, надо полностью эту картину узнать.
соглашения должны быть заключены с ними, с МВД, и они должны уже, эти штаб-стоянки должны действовать. Но на сегодняшний день я, правда, не готов все досконально, но я что-то слышал, у нас точно Назаровский район новую там землю еще будут делать, ее переделывать. В Малгобеке, по-моему, она сделана, в Сунже тоже. Но работа, насколько она идет, я на сегодняшний день не могу. Поэтому я думаю, после Нового года давайте так сделаем. Минтранс и советник мой Игорь Анатольевич Антонов, пусть они мне доложат, протокольно надо записать, значит, просьба у меня, вот этот вопрос полностью по штаб-стоянкам вынести его на совещание приглашением всех заинтересованных ведомств, МВД, глав, автонадзор и всех туда. И больницу, и тому подобное. Я имею в виду в части наркологического составляющего там. Потому что там тоже беда в этой части транспортная, вот эта вся. Поэтому вопрос будет на контроле, и я буду за этим следить. Махмуд Алий Макшарипович, учащиеся общеобразовательной школы сельского поселения Далаково прислали вам видеообращение. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Уважаемый Махмуд Алий Макшарипович, обращается к вам учащиеся общеобразовательной школы сельского поселения Далаково, одной из самых старых школ республики. Через 2 года нашей школе исполняется 100 лет. В нашей школе открыт центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Нам очень нравится заниматься в этом центре. И мы с нетерпением ждем очередное занятие. Но у нас очень мало компьютеров и нет сенсорной интерактивной доски. Мы обращаемся с просьбой выделить нам компьютерную и интерактивную доску для занятий. Мы верим, что вы нам поможете. А мы обещаем хорошо учиться и радовать своих учителей и родителей, и вас тоже. Давить на меня. Давайте министра просвещения. Где у нас образование-то? Точка роста. Да. Она же этим ежедневно занимается. И у нас очень много школ уже. Ясия Ибрагимовна. Денег нет, давайте компьютер Калиматов, да? В рамках поставки оборудования точки роста не предусмотрены компьютеры. В инфраструктурном листе нет также интерактивных досок. Нам придется, чтобы выполнить просьбу учащихся, дополнительно оснастить их интерактивным... Сколько компьютеров туда нужно? Вы знаете, сколько туда нужно компьютеров? Нужно, мы выясним, Махмуд Алиевич, впервые озвучил. Только прошу вас, дорогие школьники других школ, у меня средств у меня не столько, чтобы это. Поэтому давайте мне полностью сколько что нужно, и при необходимости доложите. Надо через Мадашева, давайте при необходимости, пусть министр выйдет, и потом ее, чтобы доложила мне. Давайте вот эту школу Далаковскую, тем более она, смотрю, дети очень организованные, чувствуют, что хотят учиться и лучше учиться. Хорошо. Министр пусть займется. Да, мы в эфире уже более 2 часов. У нас есть еще один видео-вопрос. Да, я предлагаю да, на него ответить, посмотреть. Здравствуйте, уважаемый Махмуд Калиматов. Ведь дайте мне инвалидную коляску, так как я инвалид. Потому что я Исмаил Юсуфа Асхабович. Нет, у меня первый вопрос.
Значит, вопросов нет. Я лично сам приобрету ее, ему отдам. Самую подходящую для этого ребенка. Вообще нет вопросов. Но у меня вопрос социальным службам. А вот этот ребенок, за него даже не надо, я сам. Вы мне теперь, вот у кого колясок нет по республике, лично с 10 подписями положите на стол. Но не просто нет, а почему их нет? А если выделялись деньги за 5 лет последних, дайте мне в строку расходов в бюджете, куда были предусмотрены, если деньги там, коляски, и сколько вы их купили. Но это же вообще, я не понимаю, смотреть невозможно. А? Ребенок обращается. Да. Значит, Мадаш, Тамбиеву по адресу съездит, врачами проконсультируется, как именно под этого ребенка. Именно под этого ребенка. Мало того, посмотрите, где он живет, если там пандус, если он в многоэтажке или где живет, и если там есть какая-то, даже с его дома, выезд, чтобы у него ступеньки, пандус, чтобы циндиди сходят дышон. Это уже я на себя возьму. Понятно? Проверьте это все. Так, у нас звонок сейчас еще один. Вы меня слышите? Алло, здравствуйте. Алло. Да-да. Сердик Хаша Махмуд Али Макшарипович. Звание мне заслуженный юрист России. Кто-то подсказал? Всем подсказывает. Баркалхалтом. Не, я просто при всей своей взрослости еще не привык, что меня кто-то... Мы присоединяемся к поздравлениям. Баркалхалтом, да, я хрен. Риаз Халтом, Баркалхалт. Так, сейчас мы переходим в колл-центр, где, напоминаю, работает наш коллега Зелимхан Калоев, чтобы узнать к этой минуте, сколько уже поступило звонков и какие-то итоги подвести. Зелим. Ну что, мы работаем в прямом эфире более 2 часов, и хотелось бы подвести итоги. Всего в колл-центр поступило около 530 звонков. Вы можете видеть, что звонки принимаются до сих пор, и понятное дело, что озвучить их всех не получилось, но тем не менее по каждому вопросу будут даны ответы, и они будут направлены обязательно в администрацию главы Ингушетии. Спасибо, Зелим. Мы действительно близимся к завершению. Что бы вы сказали в заключительном условии, Махмуд Али Макшарипович? Ну, во-первых, я с уважением отношусь к Зелимхану, да? Да. Нравится мне это его подача новостей и другого. Я хотел бы сказать, что там надо специалисты, юристы есть. Если нет, то это надо подойдить. Наше управление юридическое, да, надо не просто эти все обращения, надо разбить по направлениям. Там не путали подведомственность, чтобы не путали компетенцию. Поэтому все эти обращения, в действительности, они должны быть сформированы по ведомствам. И после этого они будут на контроль Борисову, руководителя контрольного управления, и у него находится отдел писем, управления писем и заявлений руководства, да, администрации главы. И в режиме там 3 дня ответ, 10 дней ответ, месяц ответ, чтобы все эти ответы проходили через контрольное управление. Через контрольное. Значит, никаких отписок. Значит, и, Мадаш Васильевна, привет передай Борисову. Если по одному и тому же вопросу придет новое обращение, и оно будет требование обоснованным, то виновные лица, не выполненные, которые первоначальное обращение, будут привлечены к ответственности. Я это говорю серьезно.
Значит, по каждому заявлению, значит, с оценкой юридической и профессиональной давайте ответы. Кроме того, если есть объективные и справедливые требования, каждое ведомство, хоть их 100 человек, хоть 50, пусть график составляет и личный прием всех заявителей. Дифференцированно подойти, разбить их, и пусть ведомство принимает их. Контрольное управление, значит, мне Андрей Викторович доложит в этой части результаты. А так, что хотел бы сказать? К сожалению, мало, наверное. А как можно чаще делать эту вот прямую линию? Все как вы пожелаете. Да? Ну вот. Но в силу того, что у нас такой вот период, особенно ноябрь-декабрь, у нас тут были выезды, там, Совет Федерации, потом мы выехали туда, сделали там, поэтому и конец года, мы бюджет приняли. То есть забот, хлопот было, что хотелось бы как-то сосредоточиться именно на обращениях. И вот после анализа этих обращений мы вот увидим приоритеты, которые есть у людей. Вот как вы правильно сказали, там вот вода, жилье, значит, коммуналка. По блокам. Да, вот. И, наверное, я уже сам напрошусь как-нибудь. Там, наверное, Белла, я поговорю, мы определимся там, да, с пресс-службой. Потому что надо говорить. Хотя я стараюсь выезжать к людям. Но, с другой стороны, хотел бы сказать, вот эти все вопросы еще, которые они сложные, я просто хотел бы обратиться, понимаете, то же самое, где мы кассовые аппараты, значит, люди, чтобы понимали. Второе, если вода стоит, подъезд не убран. Я, к удивлению, узнал, что у нас управляющей компании почти нет. ТСЖ нет. Да это вообще нонсенс. Понимаете, кто тогда будет? Понимаете, даже управляющая компания, там 6 рублей на капитальный ремонт. Ну, 6 рублей, по-моему. Это в год 6 тысяч, по-моему, там платят. Вот это вот, ну, понимаете, понимаете, я понимаю, что деньги нужны туда-сюда. Ну, лишний раз мороженое можно не покушать, да? Самому ребенку-то всегда дать. Ну, что, я не знаю, как это подойти к этому, я уже слов не найду. Но это ненормально, когда у нас нет ТСЖ, управляющих компаний. Я уже вынужден вернуться, так устаревшая форма, МУПы вот эти вот по домам разбить, там, муниципалитеты, чтобы создали. Но это же опять структура, это опять нагрузка на муниципалитет. А можно же было компания и сами жители, из жителей ведь можно собрать этих людей, избрать их, ТСЖ. Они же избирают, и управляющие компании, они же сами избирают. И войти, потому что я пару подъездов заходил, я смотрел на это, и ужас какой-то, понимаете. Ну нельзя ж так жить. Мы же должны сами что-то делать. Понимаете, государство, оно сегодня в действительности много что делает. Много. Нам говорят, там, а что Москва нам делает это? Ну, извините, если взять наш бюджет, мы собираем, вот республика зарабатывает 5 миллиардов. 26 миллиардов нам дает дотацию Москва. Вот что делают они. А потом 12 миллиардов на нацпроекты в этом году, вот это второй год, да, 20-21. Это тоже нам дают. Нам миллиарды дают. А пенсионные деньги, а социальные выплаты. Ежегодно 50-60 миллиардов, я имею в виду все службы, которые получают. Это очень много. Поэтому ну, требуем мы закон, требуем. Вот. Ну, себе тоже надо сказать, слушай, я закон хаду азер. Или объяснить. Я же не говорю там, вот, понимаете, вот я с женщиной общался, она говорит, коммуналка не платит. Ну, вот это не платит, то не платит.
и за аренду жилье платит. Со мной был. Он говорит, если вы оформите, у него 12 там, детей, 11, да? То есть я рассчитал, если бы она бы в социальную службу обратилась с документами, то ей надо было 50% всего платить-то. Копейки. Не 2000 рублей, а там 1000 рублей. То есть не знают и не хотят, а другие у нас ходят. И потом, вот завод, вот вода плохая, свет там это, ну, квитанциями ходят. Ну, он не чисто плотный человек, он же берет, ему все равно, завтра что воды у тебя не будет. Он опять контролер будет ходить и никак не наестся. Понимаете, удивительно. Поэтому у меня это пожелание, что эмоционально продолжаю так еще в голове вопросы, а если так сказать, я что хочу сказать? Мяш могуш халдвей. Вот. У нас все будет хорошо. Мы сейчас в таком вот идем, предприятия будут работать, дороги будем делать, школы строить. Реально делать, это реально будет. И вот эта вот филармония реально будет. И у нас и 30-летие хочу, чтобы мы готовились. Уже сегодня, 30-летию. Кто рисует, тот пусть рисует. Какие-нибудь такие символики наши, еще что-нибудь. Творческие люди пусть. Готовиться будем. 30-летие у нас юбилей. А в 24 году быстро пролетит. 100-летие. Понимаете, мы готовимся и будем. А так хочу сказать вам спасибо, ведущим. Вы очень... Вот, Калоеву спасибо, другим спасибо, кто участвовал в этом. Потому что в действительности я так задумался, думаю, я напрошусь. Вот. И буду более, так сказать, тут широкий круг. Ну, надо предметные вопросы. Я бы сказал, что нам нужны предметные вопросы, которые реально мы можем... Конечно, человек хочет услышать. Ну, как юрист, я сразу начинаю вопрос, говорит, ну, мне уже как бы, ну и что я скажу, да, поэтому, мяш богуш халчу. Итак, я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в прямом эфире прозвучало 27 вопросов, и уже сегодня чиновники приступят к решению озвученных проблем, за что вам спасибо, Махмут Али Макшарипович, от сотен людей, обратившихся в адрес нашей программы. Спасибо нашим радиослушателям и, конечно, телезрителям. Благодарим вас за участие в прямой линии, и теперь уже надеемся на скорейшую встречу. Всего вам доброго. И я прощаюсь с нашими телезрителями. Увидимся в эфире.